Эти волшебные и пока еще экзотичные для Крыма цветы ранункулюсы выращивают в своих теплицах в Симферопольском районе Адиль и Айше Сеферовы. Адиль по образованию повар, а Айше – медсестра. И еще несколько лет назад они занимались совсем другими вещами. Мы занимаемся выращиванием цветов 4-й год. Но изначально мы занимались выращиванием кроликов на мясо. И я поняла, что я не хочу этим заниматься, я хочу выращивать цветы. И я подошла, показала ему фотографии, показала вот такие вот цветущие теплицы, показала цветущие грядки под открытым небом. И вот буквально за пару минут муж сказал: да, мне это нравится. Сначала был небольшой стартовый капитал и огромное желание создавать что-то прекрасное. Сейчас у Адиля и Айше Сеферовых несколько теплиц, в которых они выращивают дельфиниум, артишоки, разные сорта георгин, астры и зелень для флористов. Ну и, конечно же, ранункулюсы. Для Крыма это редкий цветок. Посадочный материал заказывается из-за границы. За несколько лет Адиль и Айше смогли подружиться с ранункулюсом и изучить все его особенности. Выращивание – это культура очень капризная. Она требует прям вот ухода. Я всегда шучу, у нас дети так хорошо не едят, как мы кормим наши ранункулюсы, потому что это очень, скажем так, прожорливый цветок. У него свои требования как и к температуре воздуха, как и к грунту, как и к схеме подкормок. У него очень много вредителей, его нужно обязательно проветривать. И несоблюдение какого-то из этих пунктов чревато тем, что это все отражается на качестве цветка. Выращивание ранункулюсов требует постоянного внимания. Работа в теплице начинается с раннего утра. В первую очередь я делаю обход всех теплиц, открытого грунта. Если нужно полить, я поливаю их предварительно. Потом в теплое время суток идут подкормки, потому что цветок лучше всего берет подкормки и питание в теплое время, когда светит солнце. Если нужно провести какие-то обработки, то есть от вредителей, либо же наоборот подкормки, есть подкормки разные, как под корень, так и по листу. Вот это все проводится с утра, либо же вечером. Но все эти усилия оправдывает неповторимая красота ранункулюса. Он должен быть не только красивым внешне, но он должен быть с крупной головой, с крепкой, длинной, высокой ногой. Это очень такое важное требование для флористов. И очень долго стоять в вазе. Наши цветы стоят около 2 недель. Вот эта теплица у нас была посажена последней, поэтому здесь еще цветок есть. И срезаем мы, когда есть цветок во всех теплицах, каждый день, ежедневно. Сейчас через день, через 2. Срезанные цветы бережно упаковываются и поставляются в магазины и флористические студии по всему Крыму и даже за его пределы. Я на самом деле очень рад, что мы переключились с кроликов на цветы. Очень нравится, доволен, как слон. Выращивание цветка – это очень энергозатратно и финансово, и физически. То есть это очень много физического, ручного труда. Но когда мы видим, когда он зацветает, это приносит такое колоссальное удовольствие. Адиль и Айше Сеферовы по-настоящему полюбили свое дело. Каждый год они пробуют высадить в своих теплицах новые, необычные и даже капризные цветы, которые в Крыму никто не выращивает.